Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана». О самых заметных событиях Сосногорского района в репортажах наших корреспондентов. В студии Полина Вивденко. Смотрите сегодня в выпуске. Сосногорские бусинки. Юные таланты выступили на сцене Дома культуры «Горизонт». Осторожно, газ! Заводские газоспасатели провели урок для старшеклассников. Спасибо вам, учителя! В библиотеке имени Якова Рочева устроили торжественный вечер для педагогов. Турнир патриотов. В Сосногорске прошли соревнования по дзюдо в рамках фестиваля «Сосногорск Донбассу». Детскому творчеству в нашем районе всегда уделяется самое пристальное внимание. Юные сосногорцы ежегодно показывают свои таланты на муниципальном фестивале «Сосногорские бусинки». Подробности в следующем материале. В городском доме культуры «Горизонт» в 11-й раз прошел фестиваль детского творчества «Сосногорские бусинки». Мероприятие уже давно стало одной из визитных карточек муниципалитета, а его участники целый год готовятся к представлению, чтобы подарить зрителям настоящий фейерверк юных дарований. Они очень тщательно подходят к подготовке к этому мероприятию, шьют костюмы, продумывают номера, ставят танцевальные композиции, музыкальные. Взрыв эмоций, праздник, детские улыбки, игровая форма в зале. В общем, дети получат море эмоций от этого мероприятия. Гостями фестиваля стали 14 детских садов, всего около 140 маленьких артистов. По традиции, участие в мероприятии приняли малыши не только из городских, но и поселковых детских садов. Свои номера привезли ребята из Устюхты и Нижнего Одесса. Назывался «Ой, ниточка», это плясовая русская народная музыка. Вообще дети готовились с большим удовольствием, всем очень понравилось. У нас, мне кажется, получился замечательный номер. Дети довольны, родители довольны, все счастливы. У нас коллектив в этот раз выступал большой, 16 человек, наших зайчиков. Танец назывался «Зайка во дворе». Готовились мы, конечно, активно. Любим принимать очень участие в этом фестивале. В этом году, мне кажется, уровень был очень высокий. Номера были яркие. Мы тоже очень старались. Родители нашим мы тоже очень благодарны. В общем, шили костюмы, прыгали и очень довольны. Юные артисты подготовили вокальные и танцевальные номера. Малыши посвятили свои выступления не только родителям и воспитателям, но и малой родине. Бусинкам. И я был гармонистом. 8 человек, гармонист с другой стороны и я. Награждая участников фестиваля, глава Сосногорского района Ильдар Махмутов поблагодарил маленьких артистов за старания и выразил признательность педагогам и родителям за подготовку и поддержку юных дарований. Я поздравляю всех с фестивалем. Желаю вам дальнейших успехов во всех делах. Продолжайте также трудиться, продолжайте также выстраивать эти красивые номера. И, конечно, большая еще раз благодарность вашим воспитателям, сотрудникам детского сада, которые также уделяют очень большое внимание и благодаря которым сегодня мы увидели такие прекрасные номера. По традиции призовые места на фестивале не присуждаются, ведь на сосногорских бусинках победу всегда одерживает творчество. За участие в мероприятии все детские сады были награждены памятными дипломами. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорский центр социальной защиты населения объявляет о начале ежегодной новогодней акции по сбору сладких подарков для детей-инвалидов и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Чтобы принять участие в акции «Навстречу чудесам», необходимо до 28 декабря обратиться в Центр социальной защиты по адресу: город Сосногорск, улица Оплеснина, дом 20, кабинет 4, отделение социальной помощи семье и детям, и кабинет 23, отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями. Уточнить информацию можно по телефону 5 72 82.
Сосногорские газоспасатели провели урок для старшеклассников школы номер 1. Представители газоперерабатывающего завода рассказали ребятам, в чем заключается их работа, показали специальные костюмы и оборудование. Наша съемочная группа побывала на мероприятии. Газоспасатели посещают сосногорские школы раз в год, чтобы рассказать об особенностях своей профессии. Урок начался с показа видеоролика о буднях отряда. Хотим просто ребят познакомить с данной профессией, с данной специальностью, потому что, возможно, многие слышали о ней, но так как у нас завод как бы закрытая территория, да, туда нельзя попасть, нельзя посмотреть. То есть мы вот делаем такие выезды в школы и знакомим ребят вот с нашей профессией. Задача газоспасателей – ликвидация аварий, профилактические обходы, выявление утечек, а также обучение персонала применению средств защиты, оказанию первой помощи, работе в ограниченных замкнутых пространствах. Старшеклассникам предложили померить защитные костюмы. Костюм закрытого типа, да, то есть весь выдыхаемый воздух остается внутри костюма, поэтому сейчас нужно поставить немножечко, и он надуется. Отец Алексея Ердякова работал пожарным, сейчас инженер по пожарной безопасности. Поэтому профессия интересует старшеклассника. После школы он планирует пройти обучение на газоспасателя и присоединиться к отряду Сосногорского ГПЗ. Первые люди, которые занимаются на заводе чрезвычайными ситуациями, которые могут произойти на нем. Отряды у них, можно сказать, как по ним видно, довольно дружные, то есть командир хорошо взаимодействует со своими подчиненными. Постоянные физические нормативы, то есть они постоянно в форме. Газоспасатели Сосногорского ГПЗ провели такие уроки еще в нескольких школах города. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Центральной библиотеке имени Якова Рочева состоялось торжественное мероприятие в рамках Года педагога и наставника. Почетными гостями стали учителя школ номер 2, номер 3 и кадетской, работающие и вышедшие на заслуженный отдых, обладатели наград, представители педагогических династий. Подробности далее. Торжественный вечер стал завершающим в цикле библиотечных мероприятий, посвященных Году педагога и наставника. Сотрудники учреждения подготовили для гостей программу «Педагог звания, педагог призвания». В зале учителя, ветераны педагогического труда, стаж которых около 50 лет. Самые младшие со стажем педагогической работы чуть больше 20 лет. То есть у нас вот такая хорошая, большая, дружная аудитория тех, кто является активным другом, читателем нашей библиотеки. Педагогов чествовали по 4 номинациям. Активные клубовцы для членов библиотечных клубов по интересам. Всем классам в библиотеку для тех, чьи ученики – постоянные участники мероприятий учреждения. Активный ученик плюс активный читатель для представителей библиотеки на конкурсах и фестивалях, а также педагог-волонтер. Конечно, вечер не обошелся без творческого подарка от детей. От нас, от всех сегодня поздравления. И в год учителя хотим и пожелать работе радости и много вдохновения, не нервничать, совсем не унывать. Торжественное событие посетили и уже подросшие воспитанники приглашенных педагогов. Так Ольга Крупнова пришла поблагодарить Ариадну Николаевну Медведеву, которая была ее учителем русского языка и литературы. Ариадна Николаевна – это высокая требовательность, это необходимая строгость, которая ничего общего не имеет ни с холодностью, ни с равнодушием. И опять же, только приобретя какой-то жизненный опыт, начинаешь понимать, что требовательность – это в первую очередь умение спрашивать себя. Прозвучали слова признательности и от других выпускников. Некоторые прислали видеообращения из других городов. Собравшиеся почтили память и уже ушедших преподавателей. На торжественном мероприятии звучали школьные вальсы, трогательные песни о детстве, об учителях. Победителям номинаций вручили цветы и книги. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Дзюдоисты Коми присоединились к фестивалю единоборств Сосногорск-Донбассу. Он прошел в минувшую субботу на базе физкультурно-оздоровительного комплекса. За призовые места соревнования в своих категориях боролись более полусотни спортсменов. Андрей Калиничев продолжит. В Сосногорске прошли соревнования по дзюдо, ставшие продолжением фестиваля единоборств Сосногорск-Донбассу. Напомним, что спортивный марафон стартовал 26 августа. Тогда на нескольких площадках состязались более 100 боксеров, рукопашников и таэквондистов. Турнир по дзюдо собрал 60 спортсменов. Очень хорошее дело. Я думаю, что оно
не закончится, это будет, и даже после окончания СВО мы, думаю, что продолжим работу в таком формате, да. Ну, может, она будет называться немножко по-другому, там, не Сосногорск, Донбасс, но в любом случае, что такое связано будет с патриотической тематикой, я думаю, что надо с наших ребят таких воспитывать в них патриотические чувства. Я думаю, это когда тоже повлияет на это все дело. Гостями соревнований стали спортсмены из Ухты, Ижемского и Княжпогосского районов. Жители поселка Шилья-Юр прислали в Сосногорск 3 участников. Для них это новое начало развития дзюдо в муниципалитете, говорят ижемцы. Мы приехали в первый раз на данное соревнование, масштаб нас впечатляет, организация тоже на высшем уровне. Мы рады, что нас пригласили. Значит, мы, еще раз повторюсь, да, мы самый первый раз, то есть мы только возобновляем в нашем районе данный вид единоборства. Мы знаем, что данное соревнование посвящено, это продолжается фестиваль Сосногорска Донбассу, поэтому, еще раз говорю, нам очень приятно принять участие в данном мероприятии. Наш город представили спортсмены, занимающиеся в спортивной школе Олимпийского резерва и клубе единоборств «Бурый медведь». Фестиваль Сосногорск-Донбассу обязан стать новой традицией, подчеркивают хозяева соревнований. Сосногорск-Донбассу это уже вторые идут соревнования в этом году. Первые тоже прошли более успешно. Там выступали и все единоборства. Сейчас идет продолжение, и мы готовы участвовать хоть 2, 3, 4, 5 раз. И вообще надо это сделать традицией. Заслуженные награды победители и призеры соревнований получили из рук главы Сосногорского района. Вручая медали и дипломы, Ильдар Махмутов поблагодарил гостей за интерес к нашему городу и вклад в спортивное и патриотическое воспитание молодежи. Молодцы и тренеры, и ребята, и родители, что откликнулись. Вот. И хочу сказать, что соревнования, как всегда, прошли на высоком уровне. Спортсмены, юные спортсмены показали себя с хорошей стороны, как бойцы настоящие. Отметим, что соревнования прошли также в рамках Года молодежи в Республике Коми и были приурочены к столетию образования Министерства спорта Российской Федерации. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. И еще о спорте короткой строкой. На прошедших выходных в физкультурно-оздоровительном комплексе прошла спартакиада по настольным играм среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования были приурочены к Международному дню инвалидов. В Ухте прошел чемпионат Республики Коми по настольному теннису. За призовые места боролись 80 спортсменов. По итогам соревнований Сосногорск занял 3-е место в общекомандном зачете среди городов. Наши боксеры достойно выступили на первенстве МОГО Ухта. В копилке Сосногорска 14 золотых и 4 серебряные медали. Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Кубок оружейников», состоявшиеся на прошлой неделе в Ижевске, принесли сосногорской спортсменке Юлиане Малышевой 1-е место. Она представила наш город под руководством тренера-преподавателя Константина Субботина. В 2024 году Юлиана отправится на первенство России. 25 ноября в Сосногорске официально дадут старт очередному зимнему спортивному сезону. По традиции первым соревнованием станет районное первенство по лыжным гонкам. Регистрация участников пройдет на лыжном стадионе Черемушки с 10 часов утра. Старт в 11 часов. В завершении выпуска коротко о погоде. В ближайшие 2 дня сосногорцев ждет пасмурная погода, возможен небольшой снег. Ветер будет слабым, днем ожидается в районе минус 10 градусов. На этом пока все. Новая информация в ближайших выпусках нашей программы. Всего доброго и до свидания. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.